13 октября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, для участия в заседании Совета глав государств-членов Содружества независимых государств посетил город Бишкек Кыргызской Республики. В международном аэропорту Манас главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, встретил председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акилбек Жапаров. В городе Бишкек 13 октября лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел встречу с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. Главы государств обсудили текущее состояние, перспективы таджикско-кыргызских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Важное место в ходе переговоров заняли вопрос определения линии таджикско-кыргызской государственной границы и достигнутые в последнее время договоренности в данном направлении. Главы государств положительно оценили деятельность правительства делегаций по делимитации и демаркации госграницы и высказались за дальнейшую активизацию работы. Президенты также договорились о поддержании регулярного политического диалога на высшем уровне, который традиционно придает импульс развитию всего комплекса двусторонних отношений. В городе Бишкек на полях заседания Совета глав государств СНГ состоялись переговоры лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств подробно обсудили состояние перспективы всего комплекса таджикско-российского стратегического партнерства и союзнического взаимодействия. Главы государств приветствовали положительную динамику взаимного торгового оборота, подписание соответствующих контрактов между бизнес-кругами, договоренности о создании на территории Таджикистана совместных предприятий с российским капиталом, а также реализации инвестиционных проектов в сфере промышленной кооперации. В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития взаимодействия в банковской, финансовой, инвестиционной, энергетической, аграрной и других сферах, а также необходимость улучшения взаимодействия профильных ведомств в миграционной сфере. Главы государств также отметили высокий уровень культурно-гуманитарного сотрудничества с особым акцентом на сферу образования. Приветствовали начало реализации проекта по строительству в Таджикистане образовательного центра для одаренных детей и Русского драматического театра имени Маяковского. Президенты констатировали наличие больших возможностей по расширению сотрудничества в области туризма, в частности в сфере оздоровительного и горного. Был проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике безопасности, а также актуальным вопросам международной и региональной повесток дня. В государственном образовательном учреждении гимназии номер 1 для одаренных учащихся города Душанбе стартовал первый тур внутренней олимпиады по естествознанию для учащихся с 5 по 11 классы. Учащиеся данного учреждения таким образом совершенствуют свои знания и готовятся к следующим турам. Организация предметных и интеллектуальных олимпиад считается одним из наиболее эффективных направлений образования, и таким образом закладывается прочная основа для открытия новых талантов и изобретателей будущего. Необходимо также отметить, что руководству и преподавателям гимназии для одаренных учащихся города Душанбе поручено расширить охват одаренных и талантливых детей и использовать все имеющиеся возможности для повышения уровня и качества образования, а также принять все необходимые меры для участия учащихся на республиканских и международных олимпиадах и конкурсах. Ежегодно в республике строятся десятки образовательных учреждений нового типа, тем самым устраняя проблему нехватки учебных классов. В этом году учащиеся этих образовательных учреждений приняли участие в олимпиадах в ряде стран мира и завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, что считается одним из главных достижений сферы науки и образования столицы страны. В целях повышения уровня и качества медицинского обслуживания и приведения медицинских услуг в соответствии с мировыми стандартами, стараниями государства и правительства в сфере здравоохранения страны периодически происходят принципиальные изменения. Во всех отделениях медицинских учреждений Хатлонской области, включая клинические, хирургические, терапевтические, реанимационные и другие отделения, которые оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием, созданы благоприятные условия для диагностики и лечения больных.
В Хатлонской области создание центров здоровья, фельдшерских пунктов и других медицинских учреждений и их оснащение современным оборудованием, подготовка специалистов и открытие современных лабораторий в соответствии с требованиями времени считается практическими мерами государства и правительства в этом направлении. Сегодня в области действует 11 фармацевтических предприятий по переработке и производству препаратов. Представляемая правительством страны поддержка и льготы реализуются для нормального функционирования фармацевтических предприятий, и эти учреждения активно занимаются производством лекарственных средств из лекарственных растений. Стоматология является одной из важнейших отраслей здравоохранения, и квалифицированные специалисты отрасли, используя современное оборудование, обеспечивают всех пациентов здоровым образом жизни. Стоматологические учреждения, диагностика и лечение зубов известны во всех городах-районах области, и год за годом в этом направлении наблюдается все новые и крупные достижения. При поддержке правительства республики в 2021 году в административном центре Хатлонской области городе Бухтар сдан в эксплуатацию областной стоматологический центр, где работают 50 врачей. Центр состоит из 4 отделений, включая лечебное отделение, детскую хирургию и другое, которые оснащены новейшими приборами и оборудованием производства развитых стран мира.